бюджетное финансирование госзадания составило 140 миллионов 909 тысяч рублей. 3 миллиона 920 рублей – это аспирантура. Дополнительное финансирование 5 миллионов 234 тысячи. По программе выпускников 603 957 рублей. Небюджетное финансирование 21 миллион 72 тысячи рублей. На этот год действует 13 государственных контрактов, сданы отчеты внедрения по 7 заключительным контрактам с Минсельхозом Республики. В этом году заключено 4 однолетних контракта с Минсельхозом Республики Саха-Якутия. Численность сотрудников института составляет 149 человек, в том числе 71 научных сотрудников, из них 10 докторов. Это включая Федорова или нет? Нет. Нет, тогда 11 докторов, потому что утверждена уже, так? 11 докторов и 42 кандидата. Молодых научных сотрудников в возрасте до 39 лет составляет 21 человек. В аспирантуре обучались 19 аспирантов. В 2021 году завершены 12 научных разработок. Одна вакцина. Это вакцина по мыту лошадей. 1 сорт, 1 закваска, 6 способов, 1 метод, 2 технологии. Наиболее важными из них является вакцина против мыта лошадей. Вакцина утверждена Россельхознадзором, внесена в реестр 8 декабря 2021 года в Москве. Создан новый сорт ячменя Ярового Пыян, включен в госреестр сортов Российской Федерации по Восточно-Сибирскому региону, получен патент на селекционное достижение номер 11829 от 8 июля 2021 года. За отчетный период сотрудниками института опубликовано 82 научных статей, в том числе в журналах, индексируемых в базе Web of Science 16. Q1.7 – это вообще один из высоких показателей вообще по ПИЦу. Q2.1, Q3.1, Q4.2 и Q без квартиля 5. Это о чем говорит? Q1.7. Это говорит о том, что наши научные сотрудники больше уделяют внимание именно качеству. Q1 это самое высокое качество. Так, Scopus 3, ну и остальные 47 статей в российских журналах включены в перечень ВАК-16, научно-популярных журналов 2, сборниках конференции индексируемых ГРИНС-20, КБР института составил в общей сложности 122,54 балла. А нам надо было 60, да? Тогда, получается, мы превысили почти 2 раза. Издано 3 монографии, 5 методических пособий, достижения сотрудников института, опубликовано более 30 материалов, сопровождаемых видеосюжетами о деятельности научных подразделений, посвященных 65-летию ЯНИС. 2 научных сотрудника, Пак Мария Николаевна и Миронов Спартак Михайлович, успешно защитили кандидатские диссертации на базе Всероссийского научно-исследовательского института коневодства в сентябре в Минсельхозе, в Тимирязевской сельскохозяйственной академии успешно защитил диссертацию на доктора наук, биологических наук Федоров Валерий Иннокентьевич. Давайте им всем троим похлопаем. Поданы 2 проекта на региональный конкурс РНФ по животноводству и ветеринарной медицине. Подана 1 заявка по ветеринарной биотехнологии на конкурс Миноборнауки Российской Федерации по приглашению РУДН в качестве соисполнителей. Совместно с Институтом природных ресурсов Финляндии подана 1 заявка в Академию Финляндии по оленеводству, а также с университетом Хоенхайм Миноборнауки России по болезням картофеля. Получено 6 патентов на изобретение, 4 свидетельства на базу данных, подано еще 6 заявок. На текущий год действует 73 договора и соглашений о сотрудничестве. В этом году подписано 5 договоров
2 международных соглашения и 1 соглашение сельскохозяйственных предприятий. В марте 2021 года подписано соглашение с шандунской компанией «Билан Биотехнологии» по разработке биопрепаратов. В июле подписано соглашение с университетом Хуанхань по болезням картофеля. Издана система ведения сельского хозяйства Республики Саха-Якутия на 21-25 годы. Издан юбилейный проспект института 19 по 20 августа текущего года состоялся 24-й международный форум «Аграрная наука, сельскохозяйственное производство Сибири, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Болгарии и Китая, посвященный столетию установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией. Сразу же это было стартом, затем уже это на международном уровне между Россией и Монголией эти мероприятия уже начали проводиться уже как бы и в Бурятии, и на границе, и в Монголии. Мы дали старт этому мероприятию. Под эгидой 300-летия Российской Академии Науки, 65-летия ЕНИС тоже были приурочены все эти мероприятия. В работе форума приняли участие более 170 ведущих ученых и специалистов научных и образовательных учреждений России, Монголии, Белоруссии, Китая и Казахстана. Здесь надо отметить, что мы выработали очень интересную идею с тувинцами, надо сказать, которую поддержали весь сибирское отделение аграрная наука, и оно, наверное, будет даже пионерским в отношении того, что после недородовых и рекреационных работах должна присутствовать аграрный сектор. Они должны нам готовить как бы пастбища, нам готовить пашни, нам сенокосные угодья и так далее. Потому что они, недропользователи, именно те сельскохозяйственные земли, на которых работал аграрный сектор, используют под свою недродобычу. И оно получило эта идея, и мы выработали такую, прописали в нашем документе и резолюции. И кажется, оно будет иметь такую силу, что эту идею используют, наверное, на уровне Российской Федерации и за ее пределами. Это пионерское направление, наверное, будет. Это наше мнение, но это покажет время. В январе проведены юбилейные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения выдающегося сына нашей республики Ивана Афанасьевича Матвеева, директора нашего института. Организована выставка книг, снят видеофильм. В Академии наук Республики Саха проведен президиум с участием заместителя председателя правительства Никифорова. Сняты видеофильмы к 90-летию доктора экономических наук, ветерана войны, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Сараватска Дмитрия Иннокентьевича и к 90-летию ученого-экономиста-агрария, проработавшего в институте со дня его основания 1956 года, почетного ветерана Сибирского отделения РАСКОН, кандидата экономических наук, заслуженного работника сельского хозяйства, ветерана тыла Семена Ивановича Емельянова. В апреле 2021 года в Малой сельскохозяйственной академии проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Интеллектуальный потенциал молодежи в селу 21 века», посвященной памяти Аяла Ивановича Степанова. А также на днях в декабре проведена научно-практическая конференция «Сафроновские чтения» к 105-летию Михаила Григорьевича Сафронова. И вот все-таки нашлись умные люди у нас в институте. Вот поставили портрет Михаила Григорьевича Сафронова именно на то место, которое он заслужил. И вот актовый зал засиял. Сюда заходить приятно. И дух Сафронова сейчас существует в этом зале. Поэтому мы должны работать по-сафроновски. А также на днях, вот институт участвовал в 4 выставках: «Академическая наука и технологии в Якутии», «Музей России. Моя история».
Второе. Выставка на 24-м международном форуме. Третье. Выставка на первом выездном научном заседании научно-технологического обеспечения стратегического развития арктической зоны Российской Федерации. И четвертое. Выставка на рабочей встрече с президентом Российской Академии Наук, академиком Александром Сергеевым. В этом году проведены плановые работы по промывке отопительных систем здания института, проведен косметический ремонт в 15 кабинетах и коридорах первого этажа, закуплены запчасти тракторов и автомашин на сумму 786 тысяч рублей, закуплено ГСМ на 1,5 миллиона рублей, на газ 280 тысяч рублей. Это все необходимое для нашей жизнедеятельности. Противопожарной безопасности, испытаны пожарные лестницы и так далее. Здания, они соответствуют требованиям. Наше зернохранилище тоже и наши объекты, которые находятся в картофелехранилище и так далее, все они действуют, они все находятся в надежных руках. ООО НПЦ «Хатубак» изготовил и реализовал субъектам России и Казахстана вакцины против сальмонеллезного аборта кобыл 6874 доз на сумму 2,6 миллиона рублей. И реализована вакцина против мыта лошадей Табын, Казахстан 13 303 доз на сумму 1 миллион 19 тысяч рублей. Изготовлен и реализован препарат Сахабактисубтил 7703 доз на сумму 269 тысяч рублей. Приобретены приборы и оборудование на сумму 790 тысяч рублей. ООО «Наука» в 2021 году проведена посадка оригинальных семян картофеля более чем на 20 гектаров, зерновых культур более чем на 50 гектаров, кормовых культур более чем на 10 гектаров. По госконтракту с Минсельхозом израсходовано 13,44 миллиона рублей на зарплату, газ, электричество, приобретение расходных материалов и так далее. Ну и сейчас мы год завершаем с запасом бюджетных средств. Но, конечно, запас солидный, как никогда у нас такого запаса не было, поэтому на те темы, которые вы сейчас заключать будете контракт с Минсельхозом, у нас на обеспечение деньги имеются. Поэтому в этом не волнуйтесь. Если необходимость есть на командировку отправить, у нас тоже деньги имеются из бюджетных средств, но самые нужные. И надо сказать то, что в этом году мы закупили комбайн на 11 миллионов рублей стоимостью фирмы «Сампа». И этот комбайн будет доставлен нам в первом полугодии. Так? И в этом году мы закупили также зерносушилку. Это очень нужная техника, но и другую технику еще кое-чего успеем закупить. Ну и надо сказать огромное спасибо Михаилу Петровичу Лебедеву, нашему генеральному директору. Он сейчас не руководитель ФИЦ, а генеральный директор ФИЦ. Генеральный, а мы директора обособленных предприятий, а он является генеральным директором. Ему большое спасибо за то, что он сумел доказать в Москве о том, чтобы мы, ЕНИС, нуждаемся в деньгах, что у нас низкая зарплата и так далее. И в результате нам отчислена очень хорошая сумма денег, и мы этой суммой вас премировали. Поэтому каждый научный сотрудник получит не ниже, самое минимальное 160 тысяч рублей. Вот научный сотрудник получал 30 с лишним. Посмотрите, это сколько? Полугодовая почти, да? И плюс к этому ваши дополнительно пойдут ваши рейтинговые. Это у кого самый высокий, 30 там идет, да? И плюс к этому еще отдельные из наших сэкономленных средств пойдут премии особо отличившимся. Это кто защитил докторский, кто кандидатскую, кто руководитель их, кто получил вакцину, да? Кто провел конференцию, кто
много работал и по заданию директора, и по заданию заведующих лабораторий работали. Лаборатории нам представили, я все это посмотрел, и мы это включили в список, и приказ подписан. Так что в этом году, как никогда, большие премии получат и лаборанты, тоже лаборанты мы включили, и обслуживающий наш, как называется у нас, административная часть, тоже получат, и водители получат. Наш лучший водитель Азаров получит месячную премию, как говорится, да. Все водители, все, кто у нас, ни один человек не останется в стороне. Таким образом, нам можно радоваться сегодня. Вы заслужили этого, коллектив, вы очень плодотворно работали. Я во многих институтах был, в Москве, вот ездил вот сейчас, в Сибири, повсюду, но так, во время коронавируса так самоотверженно стремящихся к работе нету коллектива. А если по ПИЦу взять, да, мы, наверное, выходим на первое место. Докторская, 2 кандидатских, 7 статей по первому квартире идут. И самая низкая зарплата у нас была, да? И мы такие показатели вообще дали. Провели международную конференцию. И все мероприятия запланированы, выполнены. И наших ветеранов не забыли, поздравили, да? И сегодня поздравим. И будем работать так, чтобы наши ветераны тоже не остались в стороне, а мы будем их гордиться. Поэтому сегодняшнее мероприятие коллектив заслужил, чтобы мы провели корпоратив. И сегодня друг с другом, как бы рука об руку, локоть к локтю, стоя, сидя, поговорили и завершили этот год, а следующий год еще с хорошими начинаниями, с хорошими заделами. Значит, 2020 год, год юбилейный, столетие Якутской АССР. И мы к столетию, можно сказать, с такими достижениями подходим. Спасибо вам всем. И я как директор перед вами в котором приютили меня, признали меня. И я стал здесь, работая у вас, член-корреспондентом РАН. И то, что вы работаете, не Павловадаеву, очень много и статей пишете, и очень много интересной работы делаете. И сейчас мы республике можем подарить, да, национальную идею якутского коневодства. Хорошо забытое старое должно быть новой идеей, чтобы объединить нашу республику вокруг якутского коневодства, которое это наша культура, это наша традиция, и объединиться, чтобы с новым понятием по собственности, что народ саха, сюрдяхом кулахта, сылгылах кулах, ону третье бурдуканы үлелям камнам, растениеводта кулах канаман, сылгайдак буллагана, и турайдев, кормопроизводство всегда было главным. Даже хотели открыть первый сельскохозяйственный институт, он должен был направлен быть за технически-кормопроизводственное направление. Это хотели еще, только что революция начиналась, да? Уже такие идеи были. Поэтому растениеводство и кормопроизводство – это единое. Надо вначале обеспечить кормопроизводством наше коневодство, наше скотоводство, наше оленеводство, если хотите. И так далее. Сейчас даже и рыболовство нуждается в кормопроизводстве. Понятно, да? И это мы обеспечим. И ветеринарное дело очень нужное. Башарин пишет в своей работе, что в конце 16 века, да, 17 века, главными специализированными были 2 только специальности у якутов. Это кузнечное дело и ветеринарное дело. Понимаете? Ветеринарное дело. У нас было у якутов свое ветеринарное дело. Так что и ветеринары в коневодстве очень нужны, и экономисты очень нужны, и зоотехники нужны. Все мы этот вопрос можем поднять, и это как бы наша идея должна дойти в правительство и в Тумен и так далее. Такой вот девиз бы нам взять, что
через коневодство наш институт, основное направление, если посмотреть, все как по коневодству, же ведь разработки большие, если посмотреть. Все по коневодству. Мы, Михаил Петрович, это же ведь лечение лошадей, профилактика, так же? То, что работает Григорий Васильевич, то, что работаем все мы, это близко все к коневодству. Мы сами, как якутская лошадь, все время, что теренюем, ищем, находим. А лошадь-то из всех животных, она самая интеллектуальная из всех, надо сказать. Поэтому мы, наше будущее, давайте вот эти отпускные, такие вот каникулярное время тоже поработать. Тогда этот задел нам поможет. С нами будут объединяться другие институты. Если мы поднимем коневодство на государственный уровень, то язык, наша культура никогда не исчезнет. Не надо ничего там делать, сочинять, потому что это все наша культура, традиция, это наше будущее. Сегодня среди нас есть настоящий коневод. Отец у него тоже коневод. Мы его кумыс попробуем и его еще наградим. Ну, мы сегодня в дальнейшем это по ходу будет. Поэтому всем огромное спасибо, всем крепкого здоровья. И мы, кажется, коллективный иммунитет у нас выработался от коронавируса. Теперь нам нужен коллективный иммунитет мощного взрывного развития, чтобы мы жили богато. Лучше всех институтов, лучше всех научных сотрудников нашей республики иметь большой доход. Вот с таким я хочу закончить. Всем еще раз благополучия, всем вашим семьям пусть кто-то и элиту города Якутска, оның келеңгер бірахнегінің баргитін атылан тұрамыд бұрыларынан яғадыр елбетін көңілі. Sustar, jaksanlar, jerimni umaya turallar, iraparmi putuynorgo, karnik sobun sirdata, umay min suruh, tapkal sirdi kotuna, sulustar tane nonton, esebisya jirinne. Миллиона 800 тысяч рублей населению. Вот что сделано. И сейчас тоже грядет для нас хорошие времена. Хорошие времена грядут. Поэтому вы начинаете чувствовать. Сегодня чуть-чуть поступили деньги. Завтра точно уже поступят. Каждому научному сотруднику не ниже 160 тысяч. Это минимум. Понимаете? И там ваши премии дальше. Понятно, да? А если у научных сотрудников какая зарплата? 30 сколько? 31,2.
Это 160, это сколько получается? Месячная зарплата. Вот видите? Вот подтверждение всему на землю падает от этого сельскому хозяйству идет. Все. Так что 6-месячную зарплату Путин дал. Поэтому надо поддерживать нашего президента и голосовать, как говорится, через 2 года, если будет необходимость, Владимир Владимирович баллотируется за него, как говорится. И налево-направо не надо ходить. Все будет решаться в Москве. А наша задача, да, поддерживать власть, которая есть, существует. Договорились, да? И тогда мы с вам будем приносить много денег, много возможностей работать и действовать. Саканарын кышаным, еринкейин көрбүтүм. Уйдара дайдара, саканарын кышаны, килби беті, еринкeye көрәтім. Уйдара дайдара, саканарын кышаны, килби беті, еринкeye көрәтім. Самамын көрәге, көкалыңа yorulu, амамын кыталы. В отношении иммунитета. Сейчас каждый знает, что нужна вакцина против инфекционных болезней. Спасет только нас, только вакцинация. Это против COVID-19, но и при всех вирусных болезнях и бактериальных болезнях вакцинация остается одной из самых главных мер борьбы с этими опасными инфекционными болезнями. Но мыть лошадей, уважаемые коллеги, вы, наверное, знаете, многие, это стрептококковая инфекция, это как ангина или ОРЗ у людей, вызывается тем же стрептококком, который вызывает ангину у нас, у наших детей. Эта болезнь есть у лошадей. Это мытный стрептококк. Если шампанского мы можем всегда, в любой момент. А кумыс, он целебный, он полезный, и мы должны его пить каждый день. Экспериментальное производство. Михаил Петрович, лекция по фундаментам барабитен, бұл научный институт кәһиттерин барабитен мұрауын, бұл кәдер қылдыры болбата, мантан енеме көшті ақтик, сетегілі ақтик, бөлі қайын ол. Барбытын кәләнер саңа жылынан ағадделивін, учнай жасадыттан бәм апыттан, онна сотрудниктар бар мақтаным әді, көміғы дейін, поддержкаға дейін, бұйыл тұрғылуын бұланнар барыта толдылар, онан онна отчеппут февралига до 1 февраля. Уже системаға келдіребіт, атақ барда бүтбіде, бәрі келембіде. Онна да келер сылға саңа идеялары, саңа проекттары, мен сельхоздар внедренияға қатшы хоқтен бұраннар бүгін ете Галина Николаевна темалар күтін берін, только темалар күтін бардың ученый совет күтер көрім бұран талпы дәрі темалар күтін үйбінден. Аха. Onun январыга заявкағыдың кәдәхәвіт. Аха. Намылыска көрім бараңғыт ученый совет кәдәхәрәр күттік күн.
Олада качы боллағына келин көшті біле әне, білін арқойдан берәтшілер. Жонна успейданылдар темалары, надалақ темалары. Первый квартал келинтен бере Да, олмaz. Ona barıgıдар жолу sorduğunda.